Так, выплыли какашки откачивать. Ну что, успешно выкачал какашки. И мне тут на помощь как раз Серега бежит. С Чебоксар прям. Приехал. Как раз мне помощник Юнга. Здорово. Да. Привет. Здорово. Вот. Помощник, пошли. Пока светло, надо назад вернуться нам. Вот, там швартоваться, как, кстати, сейчас тяжело будет. Там две лодки. Да, и мне помощь нужна будет. Одному мне там тяжело. Так что сейчас поплывем. О, они охотятся. Нифига, там несколько дельфинов. Так, сейчас, Никит, можешь подходить, пожалуйста, я хотел заберу. Сейчас. Блин, сейчас я снимаю. Ладно, все, я сейчас сам. Они там охотятся, дельфины, блин. Ладно, сейчас. Их там несколько было. Осторожно. Вон они там. Офигеть. Да, они сюда плывут. Как их призвать, погладить? Вон. Здесь утиная какая-то фигня. Все, Серега один поплыл. Сегодня суббота, 18 января. Вот, Серега приехал, ему повезло, погода вообще офигенная. Вон я без футболки хожу, в шлепках. Вот, потому что уже сколько времени, холодный ветер дул с севера, а сегодня северо-западный ветер с Кариб. И прям, вот говорю, вот это вот колебание температуры вообще вымораживает, потому что холодно-холодно, потом тепло, ты так привыкаешь к теплу. Ой, а потом опять северный ветер, опять холодно, холодрыга, и думаешь, ёпарасота. То, что организм подсознательно думает, что все, весна пришла, а тут опять холода. И это прям подкашивает морально очень. Видно его? Вот сейчас. Так, где он? Во сколько часов? У нас башню тут собирает, да? Какую? Библиотеки. Серьезный человек. Получается? Высоко? Да. Ну что, включение очередное, там, я не знаю, уже неделю, наверное, прошло с последнего включения. Я, в общем, решаю также проблему с коробкой. Я не снимал этого, я, в общем, снова доставал гидроблок, менял степ-мотор, там, который вот за давление отвечает, ну, за подачу там давления, там, относительно скорости, короче. Я там не сильно эксперт, но вот степ-мотор, просто я шарил форумы всякие, благо вот этих машин, таких аналогов в России много было продано, поэтому информации, мануалов, как бы, очень много по счету этих коробок, этих моторов, вот, поэтому... Ну, это не важно даже, и на англоязычном можно много найти. Короче, вот, шерстил чаты, всякие форумы, вот, там как бы много всяких разных советов. Вот. А вариатор, такая коробка, как бы очень чувствительная, так скажем, и очень много всяких ошибок бывает разных. В общем, такая же ошибка у меня, низкое вторичное давление масла. Вот. И причин может быть много. Ну, как бы, самое главное, это
подизношенная коробка, самая главная причина. Вот этот вот, значит, насос, который там крутит вот это масло, нагоняет, он не может создать достаточное давление. Вот, и машина едет хорошо. Вот когда сбрасываешь ошибки, машина едет хорошо до первой остановки. Когда ты останавливаешься на светофоре, обороты падают, соответственно, обороты насоса тоже падают. И вот на этих низких оборотах он не может создавать давление. И оно падает ниже 0,3. Если давление падает ниже 0,3, там, по-моему, 0,28 давление, вот такое делается, то коробка падает в аварию. Она просто вот перестает ехать. Она там едет максимум там 30-40 миль в час. Все, больше она не разгоняется. То есть, типа, доехать там до гаража, до сервиса. Вот, падает в аварию. Вот. И в чем может быть дело? Вот я заливаю вот такую вот жидкость. Типа Max Life, Valvoline, универсальная трансмиссионная жидкость. Вот там написано CVT, это вот вариатор. И то есть вот если посмотреть вот здесь вот, к чему подходит это масло, то есть там почти вот все коробки, которые есть на свете, все указано. Ну как-то странно ведь, да, вот, ну не может быть такая универсальная жидкость. Эта жидкость стоит $25 вот за галлон. Ну, конечно же, увидев CVT на коробке, думаешь, блин, ну, значит, подходит же, recommended, написано, recommended in use, то есть подходит, для моей коробки нужно масло Nissan NS2, вот, там написано, все есть, ну, как бы, зачем мне тратить, а ты смотришь, оригинальное масло сколько стоит, оригинальное масло стоит в 3 раза дороже за галлон, в 3 раза, и ты смотришь, ну, нафиг думаешь, тебе этот оригинал, как бы, нужен, залью вот такое вот, какое есть, дешевое, и главное, что написано, что подходит. Вот. Но я посмотрел его характеристики этого масла по вязкости. В общем, вязкость этого масла 163. Ну, там измеряется, есть специальное измерение, 163. Вязкость оригинального масла, там и Демитсу есть масло такое, вот оно тоже оригинальное, NS2, все дела. Его вязкость 200. То есть разница большая, 163 и 200. То есть эта жидкость, она жидкая слишком для вот этой коробки получается. За счет чего? Вот она слишком жидкая, и вот этот насос, он не может создать нормальное давление, потому что жидкость, извините за тавтологию, слишком жидкая. А вот оригинальное масло NS2, оно более густое, более наваристое, так скажем. И вот моя теория просто в том, что надо поменять жидкость, и давление будет нормально. Потому что коробка работает отлично, ведь до ошибки. Давление падает ниже нормы, всего там немного, 0,28 держится, то есть это минимум. Это давление низкое можно компенсировать за счет вязкости более густого масла, оригинального. То есть я сейчас скрещиваю пальцы, я его заказал, оно мне завтра придет. Сливаю ту жижу, которая есть, и заливаю оригинальное. И коробка должна поработать. Должна заработать же, блин. Я менял уже все там, поменял. Гидроблок, там, туда-сюда. Все работает, ошибок больше ни почему не выходит. Единственная ошибка — это вот низкое давление. И просто неправильная жижа, скорее всего. Я очень на это надеюсь, потому что у меня бюджет в ремонт уже закончен. Я сейчас на последние деньги купил вот это масло, и я очень надеюсь. У меня еще остались деньги на регистрацию, потому что мне документы еще 3 недели прошло, документы еще не пришли. Я сейчас на регистрацию и на масло. То есть у меня сейчас денег нет, все впритык. Я сейчас сделаю машину, поставлю ее на регистрацию и буду работать на Uber. Ну, то есть деньги появятся. А до этого вот я сейчас просто ва-банк пошел, я последние деньги потратил на это масло, $60 за галлон. Вот, что я его сейчас поменяю, и то не полностью, я частично его поменяю, и вот даже вот этого частичного мне должно хватить, чтобы машина заработала. Я очень на это надеюсь. Поэтому у меня вот все сходится, что дело в неправильной жидкости. Она очень жидкая для этой коробки, его не хватает. Но это не исключает тот факт, конечно, что коробка подубитая все равно. Она вот тем маслом, которое было до этого, оно было старое, чернющее, там вообще капздец какой был. Его ни разу, скорее всего, не меняли, я думаю. И оно просто подубилось. Вот такие вот дела. Дарка играет. А я тут в интернете копошусь. Короче, нашел карту на Яндекс.
Яндекс.Картах, нашел как-то случайно этот маршрут свой, который я был в Восточном Кочевье. Вот. Примерно половина, даже чуть больше половины сделана. Я что-то вот не понимаю, когда я его делал, я вообще не помню. Но, судя по всему, здесь еще вот каждыми цветами обозначено. То есть это сколько я проехал за день. И это все довольно точно. Я офигею, как я это мог сделать. Я каждый день помнил, получается. Ведь я сидел, время это делал. Это ведь я делал когда-то. Я, правда, не помню. То есть закончилось вот здесь вот. Где-то в Китае, Юмень. Наверное, я где-то сидел в гостинице здесь и делал этот маршрут. И, то есть, получается, на тот момент, это уже там 1,5 года где-то прошло после старта, я чуть ли не каждый день помнил. Вот это да, я вообще не верю это. Это ладно бы я просто проложил, но ведь я по цветам проложил, то есть я понимал, докуда я ехал, вот до Нижнеудинской, да, вот здесь я чуть-чуть проехал. Это так и было все. Потом до Тулуна доехал за раз, до Зимы потом. Ёкарный бабай, вот здесь вот. Я все помнил. Я все помнил. Я просто в шоке на самом деле. Как вот за 1,5 года можно помнить практически каждый день, сколько где ты проехал. И вот это вот тем путешествие круто, потому что каждый день запоминающийся, каждый день разный, в новых местах. И, конечно, ты это все помнишь. Сейчас спросил меня, я уже ничего не помню. Столько лет прошло. Я даже не помню, что эту карту делал. Просто не помню. Я офигею. Я ее как-то случайно нашел притом. Вот сколько там вот, вон, каждый день вот расписан. Сколько, когда я проехал. Такой закат красивый. Сегодня солнечный день был, наконец-то. Тут 2 дня такой. Сейчас тоже холодно, северный ветер дует, но вот 2 дня был пасмурно с дождями. Фу. Самое шоу вот интересное, вот завтра мне придет масло по ГОСТу, которое должно быть для этой коробки. Если это не помогает, то есть я сливаю масло, заливаю новое, хорошее, с хорошей густотой. Если это не помогает, и коробка также падает в аварию, в аварийный режим, то я фактически банкрот. У меня, потому что уже нету денег на ремонт, то есть все вот эти деньги с той машины, с прошлой машины, с Dodge я мало выручил. Я всего 3000, продал ее за 3800. Потом думал, зачем я так дешево? Хотя бы вот на $500 побольше бы. Как раз от этих $500 мне сейчас и не хватает. То есть я становлюсь банкрот, мне нечем зарабатывать. То есть я до этого зарабатывал на Uber, на машине. То есть если сейчас машина у меня не оживает, у меня нет средств к заработку и нет денег. То есть мне надо будет в срочном порядке садиться на трак работать. Потому что денег вообще нету. Поэтому вся надежда, что машина оживет завтра, что это масло поможет. И тогда я уже, как бы, все нормально. А на Uber деньги там, ну, можно заработать, как бы. Не говорю, что там большие деньги. Нет, там далеко не большие деньги. Просто имею возможность работать. Но я уверен, что это должно помочь. Что вся проблема вот сейчас это просто в неправильном масле. Вот уверен, что должно помочь. Я очень, не то чтобы надеюсь, надеяться, да, понятно, ну прям уверен, что это масло неправильное. Это неправильное масло и делает разницу в низком давлении. Так, следующий день, вот наконец-то у меня пришло масло. Старое масло я слил, сейчас вот буду открывать. Тут запаковано это все как в пленочку. Чё кого, блин, не зря вот этот $60 стоит. В общем, какие дела? В общем, ошибка вылезла, да, вылезла. Но первые 5 минут, вот я ездил здесь кругами по территории, все было отлично, давление не падало, прям давление хорошо держало.
Но вот то, что вот сейчас я новое нормальное масло залил, которое подходит, оно смешалось примерно 50 на 50 со старым сейчас. И вот оно нормально перемешалось, к тому же оно еще прогрелось. А когда оно прогревается, оно становится жиже все равно. И вот давление упало. Вот, потому что, ну, вот этого масла, вот то, что я и говорил, сможет ли сделать разницу вот это вот, то, что я заменю 50 на 50 масла, то, что оно сейчас перемешается первый раз. Вот, и, видимо, все равно этого не хватает. Нужно еще раз вот сейчас перемешать его нормально, там, чуть-чуть покататься, проверить. И еще раз поменять в идеале. И тогда уже смотреть, будет разница или нет. Но вот это масло, оно решает. Оно реально сделало. Вот я 5 минут ездил нормально. Ничего не было, никаких проблем. Короче, мой вывод, это безнадежно. Надо либо ремонтировать эту коробку, либо менять. Вот этот клапан насоса, который там гоняет, создает давление, он, в общем, клинит просто. То есть теория с более густым маслом не помогает. Оно помогает там первые 5 минут, потом масло начинает прогреваться все равно, становится более жидким и без толку, там давляк еще ниже упал. Вот сейчас прогрелось масло, я до 70 градусов. И давление вообще низкое очень держится, и то есть в без толку. Замена масла здесь не поможет. Здесь нужен ремонт, либо замена коробки, короче. Вот. В принципе, все как и написано там в русскоязычных инструкциях по вот этим коробкам, то есть там на drive.ru вот очень много информации. И там вот сразу написано, если у вас вот есть проблема с низким вторичным давлением, то типа не стоит заниматься там вот заменой соленоидов, там степ мотора или по отдельности, в смысле, нет смысла, либо просто заменой масла нет смысла, потому что это, скорее всего, там уже вот этот клапан насоса, его нужно менять, то есть снимать коробку, доставать все это, ремонтировать, либо просто находить другую рабочую коробку. Вот, в принципе, это так и подтверждается, что нету смысла, потому что давляк оно не держит все. Так, что, очередной день, очередная неделя. Я все с этим ниссанчиком вожусь сам. Вот, добрался до дроссельной заслонки, буду ее чистить. Вон она грязная. Вот, все кажется, как будто я все ближе к решению проблемы. Потому что я все больше читаю, все больше нахожу информации, что вариатор, он очень капризный, и он может там от любого неправильного поведения двигателя, хотя вроде двигатель все работает, кажется, и пропусков нету зажигания. То есть я проверил все катушки. Вначале была проблема, я потом поменял местами. Ну, видимо, волшебными руками потрогал. Пропусков сейчас нет. Вот. Советую посмотреть дроссельную заслонку, почистить ее. Вот, поставить все обратно. Короче, вариатор, он очень капризный. К внешним обстоятельствам. Такие вот дела. Молодец. This one is yours, Papa. Да, тоже. It's just mine. I pretend it's just mine. Read, read, what's up? Don't believe it. Read. This is the thing, so what do you mean help? Okay. Hi, I'm calling you. Oh, okay. What is it? Oh, okay. Ладно. Пошли. Bye-bye, people. Мой телефончик. Мультик. По камням звоните, да? It's just true. Because of my brother. Hey, I'm your sister. You're my brother. Well, I love my family
will type. And I know you will. And I know you will hear me. That was my brother. Well, bye-bye. Good news. Bye-bye. Hi. That was my brother. Well, that. Bye-bye, people, Bobby. Ой, нет. У меня носок мокрый. Достань кроссовок, иди теперь. Там кто-то живет. Там кто-то живет. Папа, у меня кроссовки. Ну, помоем. Смотри на мои носочки. I could get you out. Там кто-то живет. Ладно. Только одень сейчас, а то там остро будет все. Острое. Я не хочу быть в море. Ладно. Вот эти мои кроссовки. Это какашки. Вот это звук там. I could help you out. Да вылезай, что. This is an emergency. Папа, это emergency. Очень сильно большой emergency. Итак, stuck. Like a stuck in the sand. Well, I could help it out. Ew, I'm not touching you. I'm stuck. I'm stuck. This is my chance to do my shoes. Oh, wow. Вылезай, что, малыш. Это я на копу. Смешно. Но только у тебя машина будет. Я Чё? хочу это взять. Можно? Давай, это давай, взять? вылезай. Можно это взять? Ага. Ю. Можно это взять? Она красивая. Да, бери. Покажи, красивая какая. Я сюда положу. Дай мне это, да, буду держать. У тебя есть? Ты вначале босиком иди, а потом достанешь кроксы. Босиком. Я думаю, я могу вот это все забрать. Я не буду. Почему мы пришли сюда? Не знаю. Как это может быть вот так? О, нет. Не надо, бедак. Ай, не надо раскидываться, не надо только. Ой, так. Дака, там остро. Одевай, кроксы одевай. Остро. Папа, I'm really stuck. Тебе нужно помочь. Давай, сама сможешь. Я туда не залезу. I got no light. Теперь покупаться надо там. Покупаться надо теперь. Ну, смыть в грязь там все. Папа, my shoe is actually stuck. Босиком иди, что. Я люблю вот это кроссовок. Его возьмешь попозже. Ой, теперь вот это. Я не хочу так. Не хочу, чтобы я опять. I'm really stuck. Я думаю, это будет forever. Я просто его туда сложу и потом домой.
Да? Типа там... Давай. Папа, I'm actually stuck. Застряла? Папа. I'm really stuck. Ну все, тогда оставайтесь здесь. Я уберу вот это все, потом... Мои кроссовки. Иди кроссовки забирай, ты что без кроссовок пришла? Так, не порежься только, да. Now I'm gonna go and white shoes I pick. Да, папа? Going. Они прямо со стрелами. Папа. Ты не тяни за эти штуки, возьми за другие штуки. А я не хочу моего штук. Да все, ты все уже испачкала, иди доставай. А то они там останутся. Давай. Come help me. За заднюю часть бери их, вытягивай. Потому что меня stuck. Во. Oh no, I stuck. Ай, так, а не кидай, блин. So muddy. So muddy. So muddy. Пошли мыться. Одевайте. Я не хочу всем показать, что я вот так. А что ты будешь делать тогда? Пошли вон воду найдем тогда, где вода. И помы- It's rat, Papa. It's rat. Стухло уже. Фига, какую рыбину нашли. He's just toy. Офигеть. He's toy. Ew. Hey, don't put it in water. Hey, don't put it in water. Oh, is that water? Hey, don't put it in water. Don't. Все. Сегодня 31 января. Так, для архива хочу записать. На улице настоящая весна, ну, лето. Прогноз показывает, уже холодов типа не будет. Днем по 25, по 26. Ночью там 16, 17. Вот. Типа холода уже прошли. То есть январь такой был довольно холодный. Даже холодный фронт с севера пришел. Рекорды по снегу поставил во Флориде. Там в Пенсаколе, вот по северу прошлось. Снегопады прошлись, до нас не дошел. То есть такое довольно холодно было. Ветер. Вот лето пришло, 31 января. Ну, не лето, конечно, по местным меркам, как весна. То есть нету влажности, жары. Это как нормальное лето, по моим меркам. Такие вот дела. Ну, посмотрим. Еще февраль впереди. Март. Там тоже холода могут быть. Ну, в марте уже вряд ли, но в феврале, да. Какой закатик прекрасный. Ну что, ребята, в общем, я сдался. Вариатор ниссановский меня уделал. Я устал. И сегодня пришел очередной сенсор. Там 2 сенсора скорости. Я поменял еще один сенсор primary, который главный внизу. Короче, никакого результата это не дало. В общем, я устал. У меня уже, ну вот я уже давно говорил, у меня денег на это нету, на ремонт. И я опустошен просто морально. Не хочу больше ничего делать с этим вариатором. Попробую выложить на продажу. Хотя бы отбить те деньги, которые, ну, с плохой трансмиссией, как бы. Да, с нерабочей. С рабочей она медленно просто едет.
просто отбить те деньги, за которые я ее купил. То есть там 2500. Если за 2500 удастся ее продать с такой трансмиссией, то будет хорошо. Посмотрим, что как будет. Вот такие вот дела. Так что надо на трак садиться. Ёкарный бабай, блин. Просто вариатор — это такой пиздец вообще на самом деле. Извиняюсь за выражение. Это не то, что ты... Вот у тебя показывает ошибка, например, по соленоидам. Ты поменял соленоид, и у тебя вариатор поехал. Вот нифига так не работает на самом деле. Нифига, там причина может быть гораздо глубже. Ты можешь это поменять, убрать, ошибка, да, уйдет, но все равно вариатор не будет ехать. Если почитать эти форумы, там, это просто как пальцем в небо тыкать, короче. Чуть что, все, надо снимать коробку, делать капиталку ей. Вот, если почитать про вариаторы, вот GF 011E. Все, если у тебя там уже давление не держит, там редукционный клапан, насос, короче, все это под замену, соответственно, там все подшипники, ну, сразу капиталка. Все, нету другого решения. Вот в чем проблема с этими вариаторами ебучими, блин. Короче, такие вот дела, блин. Но вот это мне урок, больше с вариаторами никогда связываться не буду, если только новая машина какая-нибудь. Но вот с неисправным вариатором нахрен оно мне нужно. Но я, конечно, сам туплю, согласен. Я тоже не молодец в этом плане, потому что у меня здесь не оригинальное масло залито. Я не NS2 залил, а типа мультижижа, как она называется. Ну, то есть с большой вариативностью разных коробок. Вот. В этом тоже может быть проблема, но у меня на это денег нет. То есть, чтобы сейчас масло поменять, это нужно там, $120 примерно. И не факт, что поможет. Скорее всего, не поможет. Скорее всего. Но хочется перепробовать все варианты. Но это, может быть, не поможет. И деньги уже неохота тратить просто на это. И так на масло очень много денег уже ушло. Мы забрались тут на паркинг на самый верх. Интересный вид. Ох ты, нифига, тут дельфины в марине. Прям рыбу ловят. Офигеть. О, офигеть. Прям вон там, вон наша лодка стоит. Вон, красава. Видишь, малыш? Вон, плавают. Вон прям. Офигеть. Дельфинчики прям здесь. Ты тоже дельфинчик мой маленький. Шарк? Да. Вон, заплыли, рыбку там одну поймали прям. Красавчики. Пойдем дальше. Вот сейчас кто-то на лодочке уплыл и вот приплыл. Сейчас встал на донышко. Ветер очень сильный. Лучше сейчас не плавать никому. Утонуло их и ветром вынесло на донышко. Да. Тут вообще в марине узко очень, места мало. Вот особенно там между рядов. И тут вообще я не представляю, вот на таких больших, в принципе, сейлботах длинных очень тяжело маневрировать, не говоря уже тут во время сильного ветра. Лучше вообще никуда не двигаться. Разворачивает, несет куда-нибудь. Вон, позвали лодочку. Сейчас будут тянуть репку. Вот сейчас тянем как репку. Вон, Эльдарка тоже тянет тут. Так, а у нас тут соседская лодка. Вот я связался с хозяином ее, Роберт, он из Индианы. Вот он ее продает за 10 тысяч. Лодка Mainship. Вот она такая вот.
красоточка. Вот такая вот 34 фита. Он наша стоит. Вот. И сейчас мы зашли, я его спросил, когда ты приедешь, а он в Индиане сейчас далеко. Он говорит, заходите в любое время, осматривайте лодку. Вот, и мы сейчас зашли на лодку осмотреться. Здесь лодочка, конечно, он за 10 тысяч долларов его продает, за десяточку. Вот, это в целом недорого, вот. Но в зависимости от того, в каком она состоянии. Здесь вот она в таком, видимо, уже погуляли здесь минут 20. И пришли к такому выводу, что тут готовили ремонт. Хороший такой ремонт, все поснимали. Там ни матрасов, ничего нету. Тут все сложено. Вот. То есть первоначальный такой вид был, честно, ужасающий. Потому что в таком состоянии все где-то валяется, все полы сняты. Готовились к большому ремонту тут. Вот тут спальное место, тут люк. Но лодка, конечно, по пространству офигенная. После нашей маленькой лодочки, нашего сейлбота парусный. Вот здесь туалет есть, душик есть. Душик. Все старенькое, тут везде надо руку приложить. Все нужно делать. Вот, и работы очень много. И встает вопрос, а цена 10 тысяч немного ли за это? Но пространство очень классно, потому что здесь вкладываться еще очень-очень много. Сколько сил, столько и денег. Вот, так что осматриваемся. Лодка вообще прикольная. Даже кондиционер там практически новый, он работает. По электрике вроде все работает. Ну, я все не проверял, но включал какие-то главные моменты. Вот здесь вот это вот купили. Да, просто готовились к большому ремонту, все поснимали, здесь все поздирали. Видимо, оно было все прогнившее, я не знаю, что с ним было. Вот, и готовились, и забили на это хер, короче. Решили просто, давай продадим эту лодочку. Пусть занимается этим кто-нибудь другой. Да, я успешно выставил свою лодку на продажу, потому что думал, такой, 10 косарей, неплохо. Да, короче, окей, красавчик. Свою лодку на продажу выставил уже 2 человека. Я ее выставил за 8 тысяч долларов. Ну, чтобы вот продать эту, чтобы купить эту лодку, в любом случае надо продать вот эту лодку. За 8 тысяч выставил. Приходило 2 осмотрщика, смотрели. Ну, 8 тысяч это вообще потолок. Она, конечно, 8 не стоит, а стоит подешевле, но на всякий случай выставил. Посмотрим, что будет. Где домик строит доча. Айдака там с динозаврами разбирается. Давай, говори, что ты хочешь. I want Batman's blue pew pew cool tires and it powerful. Найти машинку надо. Такую хочет Эльдарка, да? Такого Бэтмена хочет, да? Да. Большого. И машинку его Бэтмена, да? Нет, это. Только машинку хочешь? Да. Ладно. А то мы купили вчера маленькую. Покажи маленькую машинку. Где Бэтмена? Нашли. Покажи, где. Вот маленькая машинка Бэтмена. Что, тебе не нравится она, что ли? Нет. Почему? Почему не нравится? Because я это big one. Большой хочет. Да. И большой малыш хочет. Я тут. Ладно, будем искать ее, хорошо? Мы же ходили вчера, не нашли. Вот только маленькую такую нашли. Выбрался. Прекрасный субботний день. На покатушку, в лес. Миль на 40 примерно. Красота здесь такая вон. Идем. Вот здесь такой видочек, как будто я где-то на речке у себя в Чувашии сижу.
флора, конечно, не та, но вот это вот нависающая ветка, вот это как будто ива какая-то. Там пальмы, конечно. Будем считать, что это борщевик. И все, как на родине. Ух ты, место здесь классное. И погода такая, не жарко. Ветерок свежий. Ляпота. Ой, красота какая. В этих обычных буднях так не хватает обычной прогулки босиком по лесу. Такие классные ощущения. Во-первых, массаж. Ну, во-вторых, сила земли. Потому что мы все время ходим в какой-то обуви, какая-то прослойка. Земли вообще не чувствуем. Вот, не обязательно же задницей садиться на огурец, чтобы почувствовать силу земли. Можно просто походить босиком. И ты уже чувствуешь землю. Такой кайф еще ходить с велосипедом тоже по всяким пескам. Кайф. Разнообразие. Не только ездишь, но и ходишь. Мне нравится. О, моя любовь. Здесь кактусовые плоды здесь нашел. Помню, во Вьетнаме я еще не знал. Взял вот просто и целиком ее. И ел. А там же вот эти маленькие-маленькие иголочки растут. Я потом их неделю вот отовсюду выковыривал. Прикольный опыт был, конечно. Теперь я, когда их вижу, меня передергивает. Сейчас Дайтона 500, вон штурмовики летают. Посадку, что ли, садятся? Кушай, малыш. Да вообще. Танцуй, давай. С батоном самое то. Сам, да, раскрутился. Прикольно, тут машина такая, этот автодомик на парковке стоит. И здесь такое наклеечка такая. Warning. Типа машина перевозит ядовитых рептилий. И вы можете там умереть от очень болючей смерти. Я думал, там как что-то интересное написано. Ну, интересное написано, но не настолько, блин. Машина твоя, это кусты, да, машина? Прикольно, да, как придумала. Да. Тоже машина, да? Ага. Сегодня 20 февраля 25 года. Я приболел. Давным-давно не болел. Наверное, год почти не болел. И вот вирус подцепил, Аечка заболела. Сейчас уже она отошла.
Папа, иди сюда. Папа, иди сюда. А я заболел. Папа, иди сюда. Пошли, что там, Ай, пока. Папа, come. Сейчас. Папа. Такое гнездышко удобное у птенчиков, да? Софи, иди сюда, Софи. Ага. Я сейчас буду сидеть, и потом ты видишь вот эта штучка? Ага. Это газ. Педальки там у тебя даже? Это газ. И когда я когда я не делаю его, там нету стоп, просто там можно просто упускать его и потом. Да? А я Супика варят пупсики. Да. Да. Вкусно. С чем? Там есть макарошки, мясо вот это и еще брокколи. Он уже ушел. Смотри, он he's over there. И брокколи, и еще какие-то вот эти такие, которые вкусные. Вау. Там котяра пришел к нашим котяшкам. Вон, Сим. Красавчик он. Жоних пришел. Да, Барби? Жоних к тебе там пришел. Да? Преследует, что ли? Такое дело здесь. Такую фотку классную нашел. Моего родного района. Очень классный ракурс. Я такой фотки никогда не видел. Вот, это мой район. Вот мой дом. Пятиэтажка. Я там жил в первом подъезде. Первый этаж, первая квартира. Вот школа. Вот садик, в который я ходил. Школа. То есть все рядом. Мне вообще фартануло. Все рядом было. Тогда я это не понимал, конечно. Но сейчас я понимаю, что это круто, когда все рядом. Вот футбольное поле. Здесь тоже футбольное поле школьное. Вот здесь вот я провел детство. 18 лет своей жизни первых. И очень классный ракурс, что видно, вот залив виден. Вот тут дворец пионеров. Это примерно 90-е года, наверное. Конец, вторая половина 90-х. Точно это, наверное. Как-то так. Вот змейка. Блин, ну обалденно же, а. Реально ракурс очень крутой. Я столько фотографий видел разных. Но вот именно с такого ракурса. Это очень здорово. Вон, еще тут Президентского бульвара нету. Тут дорогу там потом сделали. То есть, да, это 90-е. Вторая половина 90-х. Блин, круто.
там такое? Where? Дельфинчики, что ли? Ну, очередной день. Сегодня какое число-то? 1 марта. Всех с весной. Вот, я сегодня выходной, суббота. Решил на САПе покататься. Вот, не знаю, слышно вам или нет, такой гул по всей Дайтоне стоит. Это байк-вик начался. Ежегодный байк-вик, уже, по-моему, 89-й какой-то, там, байкеры. Там даже не то, что со всей Америки даже съезжаются, там, со всего мира, но во вся Америка точно. Вот, такой весь гул стоит. Я, честно, не люблю эти байк-вики всякие, потому что это очень шумно, а все, что шумно, я не люблю. Вот, поэтому сейчас стараюсь в тишине на речке так покататься. Круто. Сейчас хочу вот до того острова пиликать. Вон там остров, вон видно. Вот сейчас туда буду пиликать, там не был никогда. Вот уже причаливаю к острову. Сейчас прилив, остров сузился. Так обычно тут прям земля, все видно. Фух, земля. Классный остров, сюда даже с ночевкой можно приплывать. Вон я там вижу место для палатки, там площадочка есть. Да, там вообще классно. Тебя не видно на камеру, там пробираться надо. Туда можно с детьми как-нибудь на ночевку приплыть. Недалеко, классно. Вот это вот Мейн-стрит, мост. Самый главный для байкеров сейчас он старый, низкий, узкий. Вот сейчас все тут мотаются, мне помахали даже байкеры. Так что зря я на них гоню, наверное. О, как мотаются. Течение меня течет, несет пока. Вот, потому что прилив еще. А здесь запаздывает в речке прилив на 3 часа. То есть в океане уже отлив идет, а здесь еще вода прибывает пока. Скоро будет убывать. Здесь вот якорная стоянка рядом с мостом Сиабриз. Сова там сидит.